Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Камшик-Шара. Более 200 представителей органов власти, бизнес-структур и научно-образовательных центров приняли участие в 6-м российско-абхазском деловом форуме «Реализация потенциала двустороннего сотрудничества», который прошел сегодня в Сухуме. Это представители Министерства экономики, сельского хозяйства, по курортам и туризму Абхазии, Минэкономразвития России, Министерства России по делам Северного Кавказа, Минэкономики Татарстана, а также главы ряда субъектов Российской Федерации. Перед началом работы форума его участники почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии и возложили цветы в парке боевой славы. Затем делегация посетила экспозицию, организованную Торгово-промышленной палатой Абхазии, на которой были представлены товары и услуги. Все то, чем богата наша республика, и то, что может быть интересно потенциальным инвесторам. 54 фирмы представили здесь свою продукцию. На этой выставке представлены районы, которые непосредственно далее уже представляли свои компании и производства. Этой выставкой мы хотели показать, что в Абхазии возрождается производственный сектор и имеются очень много компаний, которые занимаются выращиванием, производством. Сельскохозяйственная продукция, инертные материалы, туризм и многое другое. Спектр товаров и услуг, которыми богата наша республика, огромен. Но многое из этого перечня практически не развивается. Необходимы инвестиции. Есть и более глобальные составляющие, где логистические пути, центры доставки грузов в общее наше постсоветское пространство, оно изменилось. Одесский сегодня порт выключен из оборота, прибалтийские порты. И в этой тематике и порт глубоководный в Ачамчирах тоже интересен, но непосредственно с дорогой на Северный Кавказ. Климатические особенности Абхазии позволяют успешно развивать здесь аграрный сектор экономики. Сельхозпродукцию можно производить не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Так в нашей республике уже появились иностранные инвесторы, пусть и в малом количестве, которые на собственном опыте испробовали все возможности абхазской экономики. Китайский бизнесмен Джин Хуали совместно с местными предпринимателями занимается выращиванием овощей в Ачамчирском районе. Эта продукция составляет серьезную конкуренцию импортным товарам, говорит он. Туризм является еще одной перспективной отраслью экономики Абхазии. Абхазия – это жемчужина бывшего Советского Союза, как для отдыха, для туризма, там, где наши уже, или мы тогда в то время ездили в санатории, оздоравливались. И вот сегодня мы думаем, что в дальнейшем и жители Брянщины будут здесь отдыхать на ваших курортах и набираться силы здоровья. Среди гостей форума представители Южной Осетии, республики, которая так же, как и Абхазия, находится на пути возрождения. Вот эта выставка показывает, что Абхазии накоплен интересный опыт развития отдельных отраслей экономики с использованием местных возможностей республики Абхазия, использования местного сырья. Поэтому для нас это с экономической точки зрения очень важно и интересно. Затем участники форума приняли участие в пленарном заседании. До начала работы форума зачитали приветствие президентов Абхазии и России. Мы заинтересованы в том, чтобы тесная экономическая кооперация с Россией способствовала формированию полноценной производящей экономики Абхазии, служила интересам наших народов. Уверен, что предложения и рекомендации форума, а также достигнутые на нем договоренности, послужат дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества наших стран и в целом укреплению союзнических абхазо-российских отношений. Желаю вам успешной и плодотворной работы. Форум укрепил свой авторитет, стал инициатором многих значимых для наших стран совместных проектов и начинаний. На форуме ведется открытый, заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу актуальных проблем, связанных с развитием двустороннего сотрудничества. Желаю вам плодотворной, результативной работы и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Выступая на открытии форума, премьер-министр Абхазии Артур Микваби отметил проблемы, тормозящие развитие экономики нашей страны. При этом он подчеркнул, что привлечение частных инвестиций в республику может положительно повлиять на этот процесс. Рассчитывать на успех в конкурентной борьбе могут лишь те, кто будет более креативен и быстрее адаптируется. На многие вызовы нашего времени мы можем ответить лишь в союзе с Россией.
Но, повторяю, ответственность за судьбу Абхазии в конечном итоге не несет Россия, а народ Абхазии и в первую очередь его властные структуры. Чтобы привлечь в страну инвесторов, государство должно давать им определенные гарантии. Заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский в своем выступлении отметил, что пока в Абхазии много нерешенных проблем. Россия также более чем уверенно занимает и позиции главного иностранного инвестора в экономику Абхазии. В 2014 году объем прямых иностранных инвестиций России составил 57,7 миллионов долларов США. При этом надо отметить, что речь не идет о долговых инструментах, а это в основном непосредственно прямые инвестиции. 99% этой статистики – это прямые инвестиции. При этом общий накопленный объем российских капиталовложений в экономику республики составляет порядка 104 миллионов долларов, а сами инвестиции отличаются диверсифицированной структурой и направляются в различные сферы экономики. В работе форума принял участие и чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев, который отметил, что деловой форум – хорошая площадка для диалога представителей власти и бизнеса. Россия продолжает выполнять свои обязательства по поддержке социальной сферы Абхазии. В самой республике тоже наметились позитивные тенденции, прежде всего в плане изыскания новых источников пополнения собственной части госбюджета. Успешно продолжают развиваться двусторонние торговые связи. На открытии форума выступили представители Южной Осетии и Нагорного Карабаха, а также губернатор Брянской области Александр Багамаз и директор Института актуальной экономики Никита Исаев. О состоянии банковской системы Абхазии рассказал председатель Нацбанка Беслан Барателия, который отметил, что Абхазия готова к сотрудничеству с иностранными банками. Нала Мукпа Алексея Кухава, Абхазское телевидение. В рамках 6-го российско-абхазского делового форума был подписан ряд документов. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России и Государственным комитетом по стандартам и техническому надзору Абхазии. План мероприятий по развитию сотрудничества между Удмуртской республикой России и Республикой Абхазия на 2015-2017 годы. Протокол по итогам рабочей встречи первого вице-премьера Абхазии Шамиля Ацинба и заместителя председателя Совета министров Республики Крым, постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова. Соглашение о сотрудничестве между Центром координации и поддержки экспертно-ориентированных субъектов малого и среднего предприятия Краснодарского края и Торгово-промышленной палаты Абхазии. Соглашение о сотрудничестве в области государственного и муниципально-частного партнерства между ЗАО «Транспроект Групп» Москва и администрацией города Сухум. Дистрибьюторский договор между фирмами «Саратов Лавр» и «Премиум Абхазии». По итогам пленарного заседания состоялась пресс-конференция глав делегаций, посвященная вопросам развития экономики Абхазии. По сравнению с предыдущими годами, в этом году уровень организации и масштабы форума заметно возросли, отметил, отвечая на вопросы журналистов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимир Мау. И то, что Абхазия развивается в экономическом плане, пусть и не так стремительно, по его мнению, это большой плюс. Как отметил премьер-министр Абхазии Артур Мигвабе, вопрос улучшения управления государством является одним из главных, ведь это повлияет на повышение инвестиционной привлекательности страны. Глава правительства рассказал об основных направлениях и программах экономического развития Абхазии на будущий год. На самом деле, конечно, наших ресурсов не хватает. И в этой связи, вы все прекрасно понимаете, даже в отсутствие, собственно, начала инвестиционной программы, мы взяты все социальные обязательства выполняем. Более того, социальные обязательства увеличились. То, что касается нашей экономики, она тоже развивается. Есть темпы роста. Я хочу вам сказать, что у нас все готово. И мы хотим все эти темпы роста, которые у нас есть, увеличить на будущий год. Но основной показатель, основной документ – это бюджет. На пресс-конференции затрагивалась тема участия Абхазии в программе импортозамещения в России. Как отмечалось, в этом плане между странами существует еще много проблем, которые требуют совместного решения, что и приведет к развитию экономики, промышленности и, как следствие, инвестициями и импортозамещению. Импортозамещение связано с развитием тех производств, а именно с привлечением инвестиций, которые будут реализовываться в реальном секторе экономики, производством конкурентной продукции и дальнейшей ее поставки. Поэтому это все вопросы импортозамещения, они напрямую связаны с предыдущими вопросами, касающимися инвестиционного климата.
Еще один участник пресс-конференции, губернатор Брянской области Александр Богомаз, подчеркнул, что в регионе совсем скоро будут внедрены передовые технологии в сельскохозяйственное производство, и брянские производители готовы поделиться опытом с абхазскими коллегами. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В рамках форума были организованы 3 круглых стола по вопросам инвестиционной политики, перспектив развития сельского хозяйства и туристической отрасли. И все это в контексте двустороннего сотрудничества. Репортаж Асиды Малия. Туристическая отрасль и развитие инфраструктуры как эффективный инструмент двустороннего партнерства. Участники этого круглого стола обсуждали возможные механизмы обеспечения роста инвестиций в туристический комплекс Абхазии и механизмы повышения инвестиционной привлекательности. Речь шла о роли государства, формировании туристической отрасли, развитии инновационных форм менеджмента туризма в республике. Участники круглого стола, как немаловажный фактор, отметили формирование регионального брендинга туристических центров. Министерство по курортам и туризму Абхазии заявило о намерении развивать туризм в восточной части страны. А там, как пояснил Автандил Гардский, необходимы инвестиционные вливания. Однако, по его словам, Восточная Абхазия не столь привлекательна для инвесторов. И вот почему. Минеральные источники, все термальные, все радоновые, они уже изучены, и инвестору не придется их разрабатывать. Но, однако, наши коллеги больше интересуют там, где все готово, инфраструктура, западная часть Абхазии, для того, чтобы эта площадка уже, к этой площадке можно было подключиться к инфраструктуре, имеется в виду к водопроводу, канализации, электроэнергии, то есть там, где это уже все готово. Очень большое внимание сейчас уделяется туризму, и мне бы хотелось, чтобы итогом нашего круглого стола стал именно практический, скажем так, практично ориентированный опыт применения лучших практик в сфере туризма, и чтобы мы все-таки поделились с нашими коллегами в Республике Абхазия с тем, как кардинально улучшить ситуацию. На встрече говорили о состоянии и особенностях развития региональных экономических зон, которые и являются механизмом развития туризма. Участники круглого стола, делегаты из Брянска, рассказали о туристических маршрутах Брянщины, как о факторе развития двустороннего сотрудничества. Также речь шла о мерах государственной поддержки внешнеэкономической деятельности. Участники круглого стола также выступили с докладом об устойчивом развитии экологического туризма в Абхазии. В пример привели Рицинский реликтовый национальный парк. На втором круглом столе приоритеты инвестиционной политики речь шла о возможностях нашей страны в инвестиционной сфере. С Российской Федерацией у нас уже действует подписанное соглашение о поощрении и защите взаимных инвестиций. Более того, есть соглашение о режиме торговли товарами, в рамках которого предусмотрена беспошлинная торговля. Это очень привлекательное соглашение. Есть закон об инвестиционной деятельности. Мы в этом году создали при Министерстве экономики Государственное инвестиционное агентство. То есть в этом направлении мы двигаемся. Недоработки, которые у нас есть, мы их будем обсуждать с нашими российскими коллегами. Как об особых перспективных инвестиционных зонах говорили о рекреационной сельскохозяйственной отраслях. В этом смысле, по мнению участников круглого стола, у маленькой Абхазии неисчерпаемый потенциал. Вместе с тем необходима надежная атмосфера, в которой инвестор чувствовал бы себя в безопасности. Когда мы говорим об эффективности управления с экономикой, должна быть действительно выработана определенная стратегия, она должна быть доступна для всех. И в рамках этой стратегии должны быть четко отражены те параметры и нормы, которые делают пропорции соотношения фондов накопления и фондов потребления в том размере, который позволяет прежде всего говорить о развитии, о развитейном формате, о развитейной модели, которая прежде всего предполагает о возможности накапливать потенциал посредством инвестиций. Среди приоритетных зон развития инвестирования выделили сельскохозяйственную сферу. По мнению члена финансово-банковского совета СНГ Ахмеда Кахриманова, высоких успехов можно достичь в сфере животноводства и растениеводства. Делегаты из Татарстана представили инвестиционный проект по восстановлению и возобновлению работы международного аэропорта Бабушара. На разработку полного пакета документов понадобится около 2 лет. Объем перевозки пассажиров, по прогнозам разработчиков проекта, в год составит около 1 миллиона пассажиров. Мы предложили реконструкцию выполнить в 2 этапа. Скажем, обеспечить на первом этапе с минимальным использованием средств, бюджета и привлеченных средств и начать работу, то есть возобновить регулярные перевозки пассажиров и грузов. Восстановление аэродромных покрытий, замена радиосветотехнического оборудования, что влияет на безопасность полетов. Далее уже по мере нарастания объемов перевозок мы приступаем к следующему этапу реконструкции и наращиванию объемов перевозок грузов и пассажиров. Следующий круглый стол был посвящен перспективам развития сельского
сельского хозяйства в контексте сотрудничества субъектов Российской Федерации с Республикой Абхазия в рамках объявленного курса на импортозамещение. У нас есть потенциальная, колоссальная возможность реализовать себя в части принятой программы Российской Федерации импортозамещения. Абхазия здесь может выступить традиционными нашими культурами. Мы говорим о цитрусовых, мы говорим о таких довольно-таки новых для России, я думаю, культур, как киви. В принципе, можно говорить об эфиромасличных вещах, чай. Надеюсь, что по результатам этого нашего круглого стола будут налажены тесные, взаимовыгодные экономические связи между нашими коллегами, которые здесь присутствуют. И все это будет иметь продолжение в самом ближайшем будущем. Участники круглого стола, гости из различных регионов России в своих докладах рассказали о наиболее перспективных темах, которые могут быть интересны для Абхазии. Речь шла о различных системах, как об эффективных способах обеспечения безопасности и гарантии наполнения бюджета и многом другом. На круглом столе речь шла о возможности совместного производства сельхозпродуктов в Абхазии и Удмуртии. Мы обеспечиваем себя, Удмуртскую республику, на 200% по яйцу, на 120% по молоку и так далее. Мы вывозим эту продукцию из республики. Мы можем предложить поставлять эту продукцию, высококачественную продукцию в республику Абхазия. По мнению министра экономики Удмуртской республики Михаила Зайцева, взаимовыгодная работа может быть налажена в частности в упаковке, переработке и реализации готового продукта как на местном, так и на российском рынке. Аседа Малия, Эльдар Дамиров, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Участники 6-го российско-абхазского делового форума отметили конструктивный, плодотворный характер состоявшегося обсуждения и дружественную атмосферу мероприятия. Форум наглядно показал, что сотрудничество регионов России и Абхазии стало одной из фундаментальных основ стратегического партнерства между странами, углубление торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей. Модераторы круглого стола делились своими впечатлениями. После итогового пленарного заседания Адгур Ардзенба и Александр Цибульский поставили свои подписи под совместным заявлением участников делового форума. И было интересно выслушать различные мнения о том, как надо повышать уровень жизни с помощью привлечения инвестиций и других инструментов, с тем, чтобы наша республика могла выйти на более высокий уровень развития во всех сферах. Ну и прежде всего в экономике. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто присутствует, хочу поблагодарить организаторов и сегодня всех, кто вел это собрание наше или форум наш. Большим уважением отношусь к каждому высказанному мнению. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял ряд делегаций, приехавших в Абхазию для участия в деловом форуме. На встрече с делегацией Удмуртской республики, возглавляемой заместителем председателя правительства Удмуртии Андреем Севцовым, речь шла о совместной работе в рамках меморандума о развитии торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, заключенного между правительствами Абхазии и Удмуртии в мае этого года. В ходе встречи также обсуждались вопросы углубления двусторонних контактов Абхазии и Удмуртии. Перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, туризма и курортологии обсуждались на встрече президента с губернатором Брянской области Александром Богомазом и председателем Брянской областной думы Владимиром Попковым. У нас в Российской Федерации подписаны и планируется к подписанию ряд соглашений, которые будут способствовать развитию экономики, обороноспособности и безопасности нашего государства. Не сомневаюсь, что Россия заинтересована иметь в лице Абхазии полноценного союзника, пусть и небольшое, но экономически развитое и ответственное государство, отметил Рауль Хаджимба. Александр Богомаз подчеркнул, что политические договоренности должны развиваться на практике через установление контактов на уровне бизнеса и частных предпринимателей. Президент Рауль Хаджимба принял также председателя правительства Республики Южная Осетия Даментия Кулумбегова, который поделился впечатлениями от участия в открывшемся в Сухуми деловом форуме и отметил успехи абхазских сельхозпроизводителей, продукция которых была представлена на выставке «Абхазия-2015». Рауль Хаджимба и Даментий Кулумбегов обсудили возможности интенсификации взаимодействия между молодежью двух стран. Аспекты развития экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества между двумя государствами обсуждались на встрече президента Рауля Хаджимба с делегацией Нагорно-Карабахской республики во главе с министром экономики НКР Андроником Хачатряном. Рауль Хаджимба высоко оценил успехи в социально-экономическом развитии НКР. «Нам есть чему учиться у ваших сограждан. За столь короткий период вы смогли поднять государство из руин. Это достойно похвалы», — подчеркнул президент.
Перспективы развития сотрудничества в области сельского хозяйства и туризма обсуждались в ходе встречи Рауля Хаджимба с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Орловской области по экономике и инвестициям Сергеем Филатовым. Филатов подчеркнул, что руководство региона рассматривает сотрудничество между Абхазией и Орловской областью как одно из важных направлений взаимодействия региона в России с соседними странами. Президент выразил надежду на продолжение теплых отношений с Орловской областью, которые сложились еще с послевоенного времени. Сегодня в нашей программе произошли изменения. Вместо заявленных ранее передача «Культура Амта» и «Истоки» смотрите видеоотчет с пленарного заседания 6-го Российско-Абхазского делового форума. Кроме того, в нашей программе сегодня прямой эфир. Гости новой ведущей передачи «Открытый вопрос» Изиды Чания, депутат Народного собрания Георгий Агарба и генеральный прокурор Республики Алексей Ломия. Тема разговора в прямом эфире – противодействие коррупции. А сейчас о чрезвычайных ситуациях в Абхазии за последнее время. Материал, предоставленный пресс-службой МЧС. Сильные проливные дожди привели к затоплению жилого сектора в Ачимчирском районе. Более 40 домов оказались залитыми водой. Поднятые по тревоге спасатели откачивают воду при помощи водяных помп. Пожарными бронспойтами смываются наносы ила и грязи. Поваленные ветром деревья распиливаются и убираются с дорог. Тем временем водолазы МЧС Абхазии вели поиски жителя поселка Цандрыб-Шминаев, утонувшего в реке Псо. Поиски велись в сложных метеоусловиях при прохождении грозового фронта. Поздно ночью тело утонувшего было найдено, ведется следствие. А вот найти 2 охотников, пропавших в горной части Абхазии, пока не удалось. Последние 2 суток при поддержке военно-воздушных сил Министерства обороны Абхазии ведется облет горного массива. В поисках задействованы более десятка спасателей. Поиски будут продолжены, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В этой связи спасатели призывают граждан страны быть особенно внимательными в условиях резкого ухудшения погодных условий на территории Абхазии. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 66 рублей 63 копейки, евро 71 рубль 82 копейки. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии погода прояснится, осадки прекратятся. В воскресенье ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 градусов, температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.